важно правильно расставлять приоритеты, чтобы не было зависимости. И ты понимаешь, что твоя жизнь не соответствует вот этой красоте. Волшебной, скажем, быстродействующей пилюли не будет. Это явно будет Это дисциплина. труд. И это действительно помогало мне раньше уходить в сон. Там есть места легкие для понимания, да, но есть и сложные места. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня в эфире «Новый день с надеждой». С вами Оля Юревич и Александра Гирко. И вначале мы приглашаем вас к молитве. Небесный Отец, наш добрый Папа, мы знаем, что Ты знаешь каждого из нас, Ты знаешь каждого нашего слушателя, наши нужды, переживания, тревоги, опасения. И мы просим, чтобы в это утро Ты особенно коснулся наших сердец, чтобы Ты помог нам довериться Тебе, Твоей всемогущей руке, доверить Тебе наши просьбы, наши нужды. Благослови, пожалуйста, каждого слушателя нашего сегодня особенно миром в сердце и пониманием, что у них есть Ты, добрый Отец, который заботится о каждом и знает нужды и переживания каждого сердца. Прибудь с нами в этом дне, на этом эфире. Мы просим Твоего водительства ради имени Иисуса. Аминь. Аминь. Начиная рубрику «Здоровье», хочется уточнить тот факт, что мы рассматриваем не только вопросы физического здоровья, но также и аспекты эмоционального, психического благополучия. И поэтому сегодняшняя тема — это интернет-зависимость. Угу. Актуальная, да? Да, мы каждый день проводим много времени в смартфоне, планшетах и других гаджетах. И что же важно, скажем, знать? Через соцсети очень быстро, конечно, связаться можно с нужным человеком, решить какие-то вопросы, даже работать можно. Мгм. Вот, но вместе с этим зашла и, скажем, интернет-зависимость, с которой тоже стоит, скажем, бороться, потому что она может привести... К зависимости, к Да. тому, что мы больше находимся в виртуальном пространстве, да, мы меньше Мгм. общаемся по-настоящему, вживую. Мы в основном там позвонить, переписаться даже, может быть, даже не позвонить, а просто там «ок, как дела?», Да, и «ок», там, всё. ну, то есть такие минимальные фразочки, смайлики, и как бы, да. Да, и на самом деле об этом явлении говорят и врачи, и психологи, и даже нейробиологи. Ряд проведенных исследований доказал, что социальные сети, интернет-игры, серфинг и даже шопинг может Мгм. вызвать сильную зависимость. И несколько лет назад ученые обнаружили, что люди, вынужденные перестать пользоваться интернетом, реально страдали от психологической ломки. Да, так оно даже так. Да, Я думаю, каждый из нас когда-то имели... Ну, раньше, сейчас это с этим проще, а раньше, когда Bayfly был, да, там за интернет не заплатил, и уже Так. ходишь как, что, хотя кажется, что тут такого. Раньше люди жили ведь без этого, да, не находили себе, как свободное время провести, как жить, как работать, а сегодня у нас все там, поэтому нам очень сложно без интернета. Вот, я думаю, что здесь важно правильно расставлять приоритеты, чтобы не было зависимости. Это правда, но к чему же может привести зависимость, интернет-зависимость? И я думаю, что некоторые, скажем, пункты чувствуем даже и мы каждый день. Мгм. Но это такие, как рассеивание внимания, это утомление, информационная перегрузка, ухудшение памяти, прокрастинация, повышение тревожности. Также, возможно, вырастает чувство зависти, тщеславия, и реальное общение ухудшается. Вот то, что ты сейчас как раз и затрагивала. Мы можем Мгм. просто смайлик, ок, привет, и все. И видишь, рассеивание внимания, да, вот сегодня учителя говорят, что детям очень сложно сосредотачиваться на уроках. И это происходит потому, что дети с маленького возраста, они уже смотрят, я вот вижу, как детки, ну, просто проходя мимо, да, там каких-то вот людей с детьми, я вижу, как дети в ТикТок в 2 года сидят, они просто листают, я думаю, да я там столько не нахожусь, как вот этот малыш. И, конечно, когда они с 2 лет, с 3, да даже если они там, не знаю, и позже, да, сидят, ну, постоянно вот в этом вот пространстве, или мультики постоянно включают, и как бы там же мультики на чем построены, что все переключается, и когда учитель на уроке, он ни в кого не превращается каждые 2 секунды, то как ребенок может на него, ну, как бы, сосредоточить свое внимание, потому что он привык, ну, как бы, Быстрой информации, к постоянной смене картинки. Поэтому это Мгм. такой очень важный момент. И я помню, как к одному человеку, который занимается вот нейро, ну, как-то мозг наш работает, да, к нему привели ребенка, родители, и они говорят, вот, он там плохо на уроках, в общем, внимание у него рассеивается, вот про то, что мы говорим. И этот специалист говорит,
уберите все гаджеты, все, что вы можете, там, мультики, ну, в общем, телевизор, если у вас там даже фоном идет, все убирайте, и потом приходите ко мне через 3 месяца, мы посмотрим. И родители приходят и говорят: у нас все хорошо стало. Ну, то есть ушли все вот эти факторы, которые способствовали рассеиванию внимания. Ребенок стал хорошо учиться, он стал лучше, ну, как бы понимать учителя, потому что он начал слушать, и он перестал рассеиваться. Так что, дорогие родители, это особенно такой важный момент. Как долго ваши дети смотрят мультики? Есть ли у вас какой-то таймер, лимит, потому что это, ну, это очень важно. И сейчас мы с тобой говорили, что интернет-зависимость приводит также, то есть у человека возрастает чувство зависти и тщеславия. И это на самом деле очень сегодня тесно связано с социальными сетями, потому что когда мы... Видим а, идеальную картинку. Да, мы живем свою обычную Да. жизнь, такую вот, где-то не очень красивую, где-то там с прыщами, там с проблемами, и мы видим, какие красивые вокруг нас люди, как они красиво живут, как они там отдыхают, тут отдыхают, у них все прям так классно. То у нас становится такое, ну, как бы дискомфорт появляется, да, что что я вообще там? То есть как бы человек, на самом деле, он показал такую приукрашенную свою картинку, потому что мы понимаем, что это все, ну, это сегодня известно, да, что эти люди и плачут, и у них есть и все. Вот, поэтому нам очень важно, вот я помню один такой опыт был, когда, ну вот семейная пара, они рассказывают, что у жены было прям вот такое явное ощущение, что она такая некрасивая, вот что прям выражена низкая самооценка. И они поговорили с мужем, и муж говорит: все, удаляйся из всех социальных сетей, просто не заходи туда. И она не заходила какое-то время, вообще ничего не смотрела. И у нее мозг стал приходить в себя. То есть, как мы говорим, да, что химический состав мозга изменяется как при депрессии и тревоге, потому что ты постоянно смотришь, и ты понимаешь, что твоя жизнь не соответствует вот этой красоте. И все, у этой женщины больше не было проблем, когда ей муж говорил, что ты красивая, и она уже верила ему, потому что, ну, как бы, все, отошла она от этих вот гламурных, скажем, да, таких картин. Поэтому нам тоже нужно быть, ну, скажем, осторожными, да, чтобы и нас это, ну, состояние не постигло, потому что, ну, это И не сети, они заставляла, насловят эти сети. Тут да, надо... и не заставляла, скажем, гордиться, хвастаться и так Да, далее. или тщеславие, да, Да, наоборот, человек делится и думает: вот, все, у меня сразу да, там... Вот, это я тоже. скажу сама, вот веду ж некоторые странички, и понимаю, что иногда у меня, ну вот чем-то поделишься, кто-то там скажет: ой, какая там хорошая мама, а я понимаю, что, ну как бы я ж не показываю еще всего остального, что бывает у меня, когда я могу накричать на детей, что бывает вот, и мне прям внутри такой, думаю, может, вообще ничем не делиться больше, а то как-то, ну, у людей складывается такое впечатление, что ты такая тоже, да, там у тебя Мгм. все хорошо. Вот, поэтому, да, это все имеет место быть. Но я думаю, что еще мы поговорим, да, как от этого избавиться. Да, и давайте как раз-таки затронем, как же все-таки от этого избавиться. Как бы это возможно, но тоже, конечно, потребует ряд усилий. Во-первых, стоит осознать вообще, что эта зависимость существует у тебя. Мгм. Далее признать, что от этой зависимости избавитесь только вы сами, а не кто-то другой. Волшебной, скажем, быстродействующей пилюли не будет. Это явно будет Это дисциплина. труд, приложенные усилия. Следует поработать над своей мотивацией, определить ограничения по использованию гаджетов и, возможно, практиковать часы и дни гаджет-детокс. Вот как мы Мгм. говорили, что Да, удалить или соцсети, или просто как-то откладывать телефон подальше, да, это да. будет хорошо действовать. Ну и также приложить усилия и проявлять настойчивость. Да, и важно еще понимать, что, как и любую зависимость, нам может быть очень сложно побороть. Но у нас есть тот, кто может помочь нам. Вот у меня есть живой пример, как недавно супруг моей подруги бросил курить. А он Мгм. очень много раз бросал, но именно когда они с женой молились об этом, когда они просили Бога Божьего вмешательства, Бог дал силы этому человеку бросить курить. Без всяких программ, без всяких там призывов каких-то. То есть в союзе с супругой. И я понимаю, что здесь тоже, когда мы зависимы, когда нам хочется, у нас как вот когда мы смотрим маленькие вот эти видео, у нас в кровь попадают гормоны вот этой радости, и они очень-очень быстро получаемые, да, то есть мы не благодаря какой-то работе получаем эти гормоны, то есть вот мы сделали, и мы такие: вот, я молодец, там, Мгм. у меня получилось. А просто потому что мы смотрим, у нас это на гормональном уровне даже зависимость. Поэтому помните, дорогие, что только Господь по-настоящему может помочь вам избавиться. Но главное об этом просить
у него, ну, во-первых, понять, что вы зависимы, да, и попросить мудрости. Я помню, что у меня тоже был такой опыт, когда я боролась со своей, не то чтобы зависимостью, но я понимала, что когда детей укладываю спать, у меня появляется свободное время, и я начинаю всем отвечать на сообщения. Я это долго делаю, часа 2, часов до 11. И думаю, нет, а утром я хочу встать, чтобы с Богом пообщаться, Библию почитать. Но я не могу встать, потому что я легла поздно. И вот это время длилось очень долго. Я уже, когда утром не могу глаза открывать, думаю, боже, я сегодня вечером выключу телефон, чтобы он меня вообще не смущал. И я приняла решение, сказала об этом мужу. Я говорю, что в 9 часов я выключаю телефон. Ну, то есть интернет выключаю, телефон как бы доступен. Если там что срочно, то кто-то может позвонить. Вот. И это действительно помогало мне раньше уходить в сон и раньше просыпаться. И вот именно таким образом я отстояла свое время общения с Богом, потому что вот есть такая мысль, она мне очень нравится, говорят, что самая великая борьба в жизни христианина — это борьба за время, проведенное со Христом. То есть сегодня наш мир, он пытается нас бомбардировать всем, столько информации, столько сообщений, столько всего. И ты думаешь, когда же это на все ответить и успеть жить еще при этом? Вот, и поэтому я думаю, все, нет, надо бороться, вот как здесь, да? То есть пилюли нет, волшебно ничего не выпьешь, нужно прям бороться. Вот, и да, Господь помог, поэтому это действительно реально, возможно, но главное понять, что нам это нужно. И идя дальше, мы продолжаем делиться с вами одним из лучших способов изучения Библии. И это индуктивный способ изучения Библии. И, как мы помним, он базируется на наблюдении и толковании и применении. Да, это такой метод, да, когда мы наблюдаем, что написано в тексте, когда мы понимаем сразу смысл слов и одновременно мы думаем, а как же это применяется ко мне. То есть это такое комплексное изучение Библии, когда мы не просто читаем книгу, там прочитали 20 текстов и думаем, так, что же мне понравилось, что же мне запомнилось? Потому что, как правило, запоминается один и тот же текст или какое-то обетование известное, которое и так как бы вы знали. Вот. Но когда мы начинаем изучать индуктивным методом, то мы идем прям по каждому тексту. Ну, сейчас мы более подробно поговорим. Для начала важно понимать, что изучать Библию, вообще читать Библию, да, нужно начиная с молитвы. Потому что это не просто книга, которая написана светским автором, да, или даже христианским автором, а это книга написана под водительством Святого Духа. И поэтому только Святой Дух, ее автор, может помочь нам понять, что же там на самом деле записано. Вот. Там есть места легкие для понимания, да, но есть и сложные места. И вот чтобы нам не толковать их неправильно, для этого особенно нам нужно водительство Духа Святого. Поэтому если вы хотите вообще изучать Библию, то просто скажите: Боже, я хочу знать Тебя. Помоги мне, пожалуйста, понимать, что здесь написано. И Господь обязательно ответит, потому что это, наверное, самая ценная молитва для Него, когда человек обращается к Богу и желает понять Его, познать, да? А после очень важно установить, скажем, контекст, то есть то, что окружает сам текст. Да, если вы берете там вот книгу какую-то хотите изучать, да, изначально в индуктивном методе, когда я его изучала вот с определенной группой, то советуют начинать с книг маленького содержания, потому что когда мы читаем контекст, да, нам нужно прочитать, ну, книгу целиком нужно прочитать, а если в книге там 20 глав, то вы скажете: фух, ребята, это, конечно, хорошо, но это сложно, до свидания. Вот, поэтому можно начинать с маленьких книг, они обычно, ну, в Ветхом Завете тоже есть и в Новом, вот, чтобы вы могли ощутить вообще, как это происходит. Ну да, и, собственно, как определить контекст, это нужно, скажем, допросить текст. Задавая множество вопросов, мы сможем глубже исследовать этот текст. Есть как бы, скажем, 6 вопросов: кто, что, когда, где, почему и как. И эти 6 вопросов очень помогут в вашем изучении. Да, это, знаете, как, чтобы получить вот картину произошедшего со всеми подробностями, будущих журналистов при подготовке репортажа учат задавать вот эти вопросы. Потому что не просто такой: ну, хорошо, как вас зовут? Понятно. Что у вас случилось? Ну, то есть не такие вот, а именно структурированные, да, кто сказал, что сказал, где сказал, когда сказал, почему об этом написано вообще в Библии. Потому что мы должны понимать, что Библия — это не просто книга. Если бы Бог не посчитал важным что-то там написать, этого бы не было написано. Но если там что-то есть, то значит, оно должно там быть. Понимаем мы этого, не понимаем. Вот. И именно вот эти вопросы, они помогают, ну, скажем так, проявить вообще, что происходит, да, в этом тексте.
Поэтому вопросы, да, это, наверное, самое главное, что будет помогать вам видеть все, что происходит. И на этом же этапе будут появляться у вас вопросы. А почему? А почему это здесь написано? Почему как? Я помню, раньше слушала проповеди Виталия Пилипенко, мне очень нравится проповедник этот, и он берет историю библейскую, кажется, я ее знаю, но он такие вопросы задает: а как? А как вы думаете, что он чувствовал в этот момент? А как это было? И я помню, всегда молюсь и говорю: Боже, как они это изучают? Я тоже так хочу изучать, такие вопросы задавать. Я не умею задавать эти вопросы. И спустя какое-то время, когда я открыла этот метод, Господь мне вообще показал, что такое есть, и я только сейчас понимаю, что они, оказывается, эти вопросы. И теперь Слово Божье становится таким вкусным, потому что мы знаем, что Библия — это духовный хлеб, да, и как обычная пища, она может быть пресной, невкусной или, наоборот, такой приправленной, такой аппетитной. Точно так же и Слово Божье, оно может быть для нас таким сухим и не очень красивым, да, а может стать таким настоящим. Все зависит от того, как мы относимся, да, к тексту, какие вопросы, опять же, мы задаем. И мы желаем, чтобы, слушая наши эфиры, вы желали встретиться с Богом, ведь Он уже вышел к нам навстречу. И сейчас мы услышим песню «Я желаю тебе повстречаться со Христом». Я желаю тебе повстречаться с Христом, как встречают друзей на дороге. Пусть ты с ним никогда еще не был знаком. Поклонись ему в пыльные ноги. Пусть ты с ним никогда еще не был знаком. Поклонись ему в пыльные ноги. Я хочу, чтобы он на тебя посмотрел, как смотрел на людей Галилеи, чтоб от этого взгляда ты тоже прозрел, как когда-то глаза Вартимея. Я хочу, чтобы руки коснулись его, твоего утомленного тела, и узнала душа, что его естество этой близости вечного тела. Я хочу, чтобы память твоя вобрала в себе эти глаза, эти руки, чтоб остались в тебе, этих рук доброта, этих слов столь пронзительных звуки. Я желаю тебе повстречаться с Христом очень искренно, очень сердечно. Пусть ты с ним никогда
Дорогие, мы очень рады, что вы подключаетесь к нашим эфирам, что Господь дает вам это желание. Мы верим, что это не просто так, потому что мы говорим здесь не просто о чем-то, знаете, таком общем, да, а мы говорим о том, что действительно может сделать нас сегодня ближе к Богу, что может помочь нам преодолеть многие-многие наши трудности. И в завершение давайте мы с вами помолимся. Наш дорогой Господь, мы так благодарны Тебе, что сегодня мы еще можем изучать Слово Твое, что оно доступно нам, мы даже можем в телефоне его открывать. Но мы просим, даруй нам это время, даруй нам это желание. Помоги нам, пожалуйста, вникать в то, что Ты оставил для нас, людей, живущих сегодня в 21 веке. Ты знаешь, что у каждого из нас много переживаний. Ты знаешь, что мы имеем много стресса в нашей жизни. А Ты говоришь, я готов дать Тебе мир мой. И Ты говоришь, жаждущий, пусть идет и пьет воду жизни даром. Поэтому, Господь, мы благодарны Тебе за Твое Слово, за Твое сегодня присутствие вместе с нами. Благослови, пожалуйста, каждого нашего слушателя, чтобы каждый пожелал и захотел выйти Тебе навстречу, Господь, потому что Ты первый подал нам руку. Славим Тебя и благодарим ради имени Иисуса. Аминь. Аминь. Божьих благословений. Мы были рады встречать это утро с вами. Оля Юревич. И Александра Гирко. До свидания.